Каждый предприимчивый, желающий начать или расширить свое дело кыргызстанец, должен понимать, что в этом случае он сможет рассчитывать на поддержку со стороны государства. А задача государства – создать благоприятные стартовые условия гражданам для открытия собственного дела и развития предпринимательской активности. Основу любой рыночной экономики составляет частный сектор, при этом малые и средние предприятия играют здесь важную роль. В Кыргызстане развитие малого и среднего бизнеса, так же как и крупного, нуждается в господдержке. Но как на госуровне поддержать развивающееся дело? Например, в регионах для начала необходимо решить вопросы, связанные со снижением процентных ставок по кредитам и расширением банковской сети в регионах. Сегодня в республике малые и средние предприятия в основном заняты в сфере торговли и услуг и меньше в сфере производства. Финансирование проектов, направленных на рост промышленного производства и создание дополнительных рабочих мест, осуществляет Российско-Кыргызский фонд развития. На сегодняшний день фондом одобрено 1530 проектов. В процентном соотношении это выглядит следующим образом. Больше 24% направлено на агропромышленный комплекс, чуть меньше 32% в сферу производства, на развитие инфраструктуры без малого 12%, 24,5% направлены на проекты туризма, транспорта и логистики и чуть меньше 8% на прочие отрасли. О реализации доступного финансирования предпринимателей в регионах республики в рамках указа об объявлении Года развития регионов президенту Сооронбаю Жээнбекову рассказали председатель РКФР Эркин Асрандеев, председатель гарантийного фонда Малик Абакиров, а также председатель правления Айлбанка Мурат Акимов и РСК-банка Азизбек Омуркулов. Глава государства еще раз призвал руководителей усилить финансирование проектов в регионах и оказать содействие в выходе кыргызстанских предприятий на экспорт. Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность и привлечение финансовых ресурсов в регионы. В концепции региональной политики отмечается, что на сегодняшний день инвестиционный климат в регионах остается малопривлекательным. Местные органы власти не в состоянии прийти к консенсусу в решении вопросов, касающихся экологии, развития местной экономики, не складываются и взаимовыгодные отношения между инвесторами и местным сообществом. Уровень экономического развития и невысокая конкурентоспособность сферы производства так или иначе приводят к малым объемам прямых иностранных инвестиций. Как следствие, все эти факторы формируют малопривлекательный инвестиционный имидж республики. Устранить барьеры для притока инвестиций, создать условия для привлечения внешних финансовых ресурсов в экономику страны потребовал премьер-министр на рабочем совещании, подчеркнув, что халатное или безразличное отношение к этой работе недопустимо. Так или иначе, но зачастую предприниматели, которые готовы вкладывать свои средства в экономику, сталкиваются с бюрократическими проволочками и препятствиями, учиненными самими же представителями местной власти. К таким, по словам премьера, будут приниматься жесткие меры вплоть до уголовной ответственности. Интересно, что решение этой проблемы на бумаге есть. Различные госпрограммы предлагают снизить государственное вмешательство в частный бизнес, предоставить инвесторам преференции, соблюдать единые правила для иностранных и внутренних инвесторов. В год развития регионов основная цель властей – улучшить жизнь населения. А это значит, что необходимо развивать все отрасли, которые существуют в стране. И для этого необходимо привлекать инвестиции, как это делают во всем мире. Нельзя сказать, что этот опыт для нас нов. Инвесторы приходили к нам и ранее. Только вот удержать многих из них мы не научились, говорят эксперты. И в чем же проблема? Кто захочет тратить свои деньги, зная, что это не принесет никакой прибыли, вопрошают эксперты? Никто. А у инвесторов, приходящих в Кыргызстан, кроме того, присутствует боязнь протестов населения и нежелание чиновников им помогать. В первую очередь необходима политическая стабильность. У нас наблюдается политическая стабильность с 2010 года, но тем не менее впечатления о наших государствах, истории независимого Кыргызстана были такие ситуации, где были очень опасно для инвесторов, чтобы вкладывать свой капитал. Во-вторых, обязательно порядке, чтобы в Кыргызстане законы работали. На законном основании они извлекали свою прибыль, потому что любой инвестор в первую очередь желает
получить максимальную прибыль от вложенных, инвестированного капитала. Зачастую, даже в случае безупречного законодательства, инвесторы сталкивались с недовольством местных жителей. То ли дело устраивали скандалы, препятствовали работе инвесторов. Хотя что чиновники, что эксперты утверждают, во всем виноваты органы местной власти. Да, у нас есть интересные проекты потенциально, но у нас препоны создаются на уровне местных айлок-муты или районных администраций. Здесь, я думаю, нужно разбираться, потому что это неправильно. Если они какие-то создают условия препоны, скажем, бизнесу, то нужно действительно действовать жестко и тогда уже давать оценку, и политическую, и юридическую оценку деятельности наших госчиновников. Многих инвесторов отпугивало именно наши чиновники. Потому что при заключении договоров с ними в основном брали шапки в свое время. Да? Вот это было у нас. На самом деле, в первую очередь, каждая айлок-муты на местном уровне должна быть заинтересована в развитии всех инфраструктур своего региона или своего айлок-муты, повышение социально-экономического положения населения, местного населения. Да? Действительно, и каждый глава айлок-муты должен быть заинтересован в обеспечении инвестиционного климата в своем регионе. О бездействии органов местного самоуправления на рабочем совещании премьер-министру доложил и директор агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адылбекулу. По его словам, они не проявляют активности и слабо взаимодействуют с агентством. Потому и возникают проблемы с выделением земельных участков, инфраструктурой, взаимодействием с населением. Опираясь на свою практику и на работу агентства, хочу сказать, что с местным населением надо работать, надо составлять диалог и надо проводить профилактические и, так скажем, то есть такие общественные слушания до начала инвестиционного проекта. И здесь роль местного самоуправления очень важна, может быть даже самое главное, потому что они знают чаяния местного населения, они знают, какие возможности есть, они знают, где надо помогать, и они должны обеспечить этот диалог между населением и инвестором. Выслушав его, премьер Мухаммедкалый Абылгазиев сказал, что за халатное или безразличное отношение каждый чиновник будет нести персональную ответственность. И в случае выявления фактов создания искусственных преград для притока инвестиций и реализации конкретных инвестиционных проектов, в отношении виновных лиц будут приниматься жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности. Премьер-министр четко выразил позицию, что все стороны, которые мешают или будут препятствовать реализации инвестиционных проектов, они будут в рамках закона строго наказывать. Агентством был предложен механизм внедрения и реализации инвестиционных лотов. Эти инвестиционные лоты мы предлагаем сделать как некий, так скажем, инструмент оценки деятельности органов МСУ. И я думаю, что это позволит более активно органам МСУ работать и привлекать инвесторов. Инвестиционные лоты будут содержать весь пакет необходимых документов, который позволит беспрепятственно реализовать инвестиционные проекты. Также там будут представлены аналитические данные с информацией по налогообложению, таможенным преференциям, сырьевой базе. Таким образом, инвестор, приходя в страну, будет видеть детальную картину проектов, предлагаемых к реализации. Глава Кабмина подчеркнул, что работа с инвесторами и с инвестиционными лотами станет одним из главных критериев оценки деятельности глав органов местного самоуправления. Время для решения проблемы наступило, говорит председатель бизнес-ассоциации ДЖИА Темирбек Аджикулов. По его словам, проекты в регионах есть, и вопрос стоит не в наличии инвестиций, а в условиях для них. Как только появляется инвестор, сразу проект политизируется. Наблюдается неорганизованность в работе госструктуры и так далее. То есть декларации высших органов не доходят до исполнителей. Последнее выступление самого премьер-министра, где он четко сказал, что кто-либо, если будет идти против, тогда мы будем применять определенные, скажем, меры, да, там, вплоть до уголовного дела. Это хороший посыл. Я надеюсь, что мы все-таки как государство сплотимся, как все госорганы, они станут едиными госорганами.
И когда они будут работать, они должны будут четко понимать, что какая стоит задача перед ними. Да? Задача создать условия для бизнеса и не мешать бизнесу. Вот это основные два направления. Что касается условий бизнеса, это, конечно, в первую очередь стабильность законодательства, да? Которое регулирует нашу деятельность предпринимательскую. Стабильность означает, допустим, если мы как государство приняли определенные решения, скажем, налоговый кодекс там, или другие, скажем, нормативы, они не должны меняться. Если меняются, только в лучшую сторону. Раньше от глав местных органов власти требовалось обеспечение социальными объектами людей, то есть школы, детские сады, больницы. Сегодня же мир меняется, а вместе с ним и обязанности каждого чиновника любого ранга. Поэтому оценка деятельности органов МСО должна основываться и на экономическом развитии региона. С открытием заводов, предприятий улучшится не только инфраструктура местности, но и появятся новые рабочие места, а значит, потихоньку решится вопрос миграционного оттока. И это лишь малая часть того, что принесет хотя бы один инвестиционный проект, а желающих работать у нас в стране немало. Диана Мамекова, Тимур Садагалиев, Общественный, Первый канал, итоги недели.